Наш эфир продолжит брифинг о работе специалистов Республиканского психологического центра с участниками СВО и их родными. Предлагаем послушать. За прошедшую неделю в республике, а также по госпитальному направлению в Ростове-на-Дону охвачено 417 участников спецоперации и членов их семей. Проведено 595 индивидуальных и групповых видов психологических работ, включая повторные консультации и занятия. Для получения услуг наших специалистов нужно добровольное обращение на консультации психолога. Нет запретных или постыдных тем. Все обращения к нам анонимны и конфиденциальны. Не только по направлению специальной военной операции. Не требуется документов, можно записаться под псевдонимом. Записаться можно по номеру 31 9109. Контакты наших филиалов в районах также можно узнать по этому номеру. Кроме того, работает круглосуточный телефон доверия 8 800 100 35 50. Для участников спецоперации, членов их семей, а также по иным кризисным направлениям услуги Якутского республиканского психологического центра бесплатны. Данное направление ведется по поручению главы Якутии Асены Николаева под личной координацией заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной. Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вначале коротко о темах выпуска. Якутяне ждут тепла. Отопительный сезон стартовал, однако теплоснабжение есть не во всех населенных пунктах. ГУП ЖКХ погряз в долгах. В условиях Крайнего Севера продолжают улучшать экологию. В Ямиконском районе началось строительство канализационных и очистных сооружений. Сентябрьское совещание педагогов подошло к концу. Итоги трехдневных мероприятий подвели в заключительный день. Глава Якутии провел совещание о ходе отопительного периода в республике. Всего в регионе тепло проведено в 34 района. До конца этой недели тепло будет подано во все населенные пункты Якутии. Основной упор в работе сделают на погашение задолженности ГУП ЖКХ. Для решения вопросов с задолженностью предприятию будет выделен бюджетный кредит более 1 миллиарда рублей. По итогам совещания Асен Николаев поручил ускорить работу по завершению подготовки к отопительному сезону. Отмечу, что также продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов в Арктику. Из 505 тысяч тонн доставлено более 300 тысяч. Конечно же, вопрос, связанный с взаиморасчетами, то есть закрытием задолженности бюджетных учреждений за потребленные коммунальные ресурсы, это тоже большая работа не только республиканского бюджета, но и муниципальных бюджетов. Я думаю, что главы муниципальных образований вооружились этим поручением и непосредственно будут исполнять вопросы, связанные с оплатой за потребленные коммунальные ресурсы. В целом, исполнение сводного плана мероприятий по подготовке к КЗП на сегодняшний день выполнено более чем на 90%. К зиме готовятся и труженики сельского хозяйства. В республике заготовили 391 тысячу тонн сена. Это 90% от общего плана. Сложной остается ситуация в Ямиконском, Момском и Верхоянском районах. Для ее разрешения Министерство сельского хозяйства отправляет в районы Грубый Корма. Продолжает работу мобильной бригады. И их силами заготовлено 25 тысяч тонн сена. Аграрии также занимаются уборкой урожая. В этом году она неплохая, так заверяют в Минсельхозе. У нас есть, лидеры по ячменю, это ИП Денисова Хангаласского УСа, 35 центнеров с гектара, и, совхоз Амгинский, Амгинского района, 24 центнера с гектара, в среднем урожайность хорошая. По картофелю при плане 75 тысяч тонн собрано 33%, 25 тысяч тонн, тоже урожайность неплохая, 100 центнеров с гектара. По овощам 28 700, план заготовки овощей, из них выполнено 9 тысяч тонн, 32%. Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства сообщает о рекордных показателях урожайности местных сортов зерновых культур. В экстремальных условиях якутского лета сорта института, выращиваемые на экспериментальных и производственных полях, продемонстрировали высокую урожайность. Пшеница Туймада 33 центнера с гектара, овес Веленский 20 центнеров с гектара, овес Покровский 19 центнеров с гектара. Разработанный сотрудниками института и активно используемый хозяйствами республики сорт ячменя «Буян» также показывает выдающиеся результаты. Так, в хозяйстве фермера Евдокии Денисовой в Хангаласском улусе урожайность ячменя «Буян» составила 35 центнеров с гектара.
Эти все сорта у нас как бы адаптированы, выведены в наших условиях, поэтому они дают такой результат. Надо сказать, что эти сорта не только у нас, на наших полях дали результаты хорошие, но и в Амге, в Усалдане, в Алекме, в Мегдо-Кангаласке. Это говорит о том, что у наших хозяйств есть хороший опыт, умение, квалификация. Ну и там нужно, конечно, надо много иметь компетенций, которых у них есть. Ну и система семеноводства Минсельхозом восстанавливается потихонечку, и это очень удобно и очень хорошо для развития нашего местного сельского хозяйства. В поселке Уснера, административном центре Амиконского района, началось строительство долгожданных канализационных очистных сооружений. Сейчас на площадке идут подготовительные работы к заливке фундамента. Этот важный проект кардинально улучшит экологию и качество жизни в суровых условиях Крайнего Севера. Новые очистные сооружения – большой шаг в развитии всего района. В этом году мы начали строительство значимого социального объекта канализационные очистные сооружения мощностью 1200 кубов. В сентябре 2025 года был заключен муниципальный контракт. Подрядчик у нас с города Якутска, «Строй-Лидер». Сейчас проводят работы по нулевому циклу. Это бетонирование фундамента, основания под модульное строение канализационных очистных сооружений. Сентябрьское совещание педагогов Якутска подошло к концу. Итоги трехдневных мероприятий подвели в заключительный день. Педагоги, чьи дети в этом году стали 100-бальниками по ЕГЭ, получили денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, технический лицей, Саха-политехнический лицей и Кангаласская школа награждены свидетельствами на сумму в 1 миллион рублей на повышение качества образования. Столичное образование сегодня собралось, руководители, педагоги. Будем разговаривать на тему развития предстоящих планов на новый учебный год. Задачи у нас масштабные. Из года в год растет количество детей, обучающихся в школах и в детских садах, что налагает на нас, конечно, большую ответственность. Поэтому система образования должна идти в ногу со временем. Педработники Нюрбинского района также собрались подвести итоги прошедшего учебного года и наметить цели на уже наступивший. Особое внимание участники заседания уделили вопросам изменений в системе образования. Отмечалось, что внедрение новых методик и подходов позволит значительно повысить эффективность образовательного процесса. Подведены итоги поступления выпускников школ района в высшие учебные заведения и средние профессиональные образовательные учреждения, а также проанализирована работа школьных лагерей. По всей Российской Федерации это единая система образования, да, это единое поурочное планирование, расписание, темы занятий, для которых разработаны инструментарии в виде содержания обучения. Так, это цифровые образовательные контенты, библиотеки, которые каждый педагог может использовать в своей деятельности. Я надеюсь, что те вызовы, которые стоят перед педагогической общественностью в этом учебном году, как раз-таки наши педагоги примут, поймут и будут использовать эти возможности для успешной реализации своих образовательных программ. В Усть-Алданском Улусе открыли Центр психолого-педагогической помощи. Центр открылся на основании изменения в законе об образовании, согласно которому образовательная организация обязана создавать специальные условия для получения образования ученикам с ОВЗ и детям-инвалидам. А для этого по приказу Минобра РФ на местах должны организовать необходимые центры. Центры психолого-педагогической помощи должны открыть в 13 районах республики. Помощь будет оказана детям-инвалидам, детям с ОВЗ, а также в рамках деятельности Центр будет обеспечивать психологическую помощь семьям участников СВО. Также в Центре будет реализован деятельность ПМПК, в которых также будут уточнены диагнозы детей с ОВЗ и детей с инвалидностью.
В Амге прошла ежегодная выставка-ярмарка бизнес-инкубаторов школ района. Участники представили проекты по мыловарению, сувенирной продукции, переработке меда и созданию бальзама, заготовки чая из растений, а также многое другое. Как отмечают организаторы, современные школьники обладают потенциалом, чтобы стать успешными предпринимателями в будущем. Во многих школах района уделяется внимание сельскохозяйственному направлению. Также в последние годы внедряются и другие креативные подходы. Мыловарение с нуля, гипсовые формы, керамика тоже есть у нас, и приготовление пищи, там печенье, там варенье, и изготавливаем чаи натуральные. У нас еще есть и кузнечные, и деревообрабатывающие кружки. Забрус здесь самое внизу, самое полезное, помогает от простуды. Меды, натуральное все, из цветков. Чай из листьев, ягод. Здесь из листья подсолнуха. Да, все свежее, натуральное. Якутский композитор Николай Михеев в эти дни участвует во Всероссийском фестивале «Современная музыкальная карта России». В Большом зале мастерской Никиты Михалкова Государственный академический русский народный ансамбль России имени Людмилы Зыкиной исполнил произведение «Долина Туймада». В рамках 4 концертов фестиваля зрителям представлены 89 музыкальных произведений, созданных композиторами из каждого региона специально для этого масштабного проекта. Музыкальные визитные карточки регионов – это сочинения длительностью до 4 минут, отражающие дух, историю, символизм и культурное многообразие своей малой родины. Все исполненные в Москве произведения будут профессионально записаны и размещены на стриминговых площадках, а также переданы в репертуар творческим коллективам по всей стране. Лучшие произведения войдут в программу итогового гала-концерта, который пройдет 4 ноября в Национальном центре России и будет приурочен ко Дню народного единства. И мы были на гастролях, мы соприкасались со многими выдающимися деятелями культуры и искусства Республики Саха-Якутия. И восхищение огромное, огромное уважение. Но и то сочинение, которое сегодня мы услышали, которое мы сыграли, заняло свое прочное место на современной музыкальной карте России. Это мое глубочайшее убеждение и моя уверенность абсолютная в этом. Со всех регионов России то есть отбирались произведения профессиональных композиторов, которые умеют писать для симфонических составов, для народного состава. Мне предложили написать музыку для русского народного оркестра. Буквально месяц назад я написал это произведение специально для этого фестиваля. Говорить о новостях мы продолжим на канале Якутия-24. До встречи в итоговом выпуске новостей.